Чингис, Ау. а зачем ты носишь очки? У тебя же нормальное зрение. Вообще-то это твоя идея была. Ты сказал, я так лучше в кадре смотрюсь. А, и моя идея была? Да? А, ничего себе. А ну-ка попробуй сними. Не, лучше одень. Я уж привык. Красота. Федеральная сеть магазинов оптики iCraft. Все идет на переработку. Это очень важно. Оставляйте умопомрачительные комментарии. Та-да-па-да-па. Конец выпуска. Мы находимся в Москве, и сейчас мы побываем Подожди, на... чик, подожди. Что? Датчики. Сейчас. Так. Нормально видно? Да. Все, поехали. Продолжай, брат. На крутом производстве очков. Федеральная сеть магазинов оптики iCraft – это сегодня более 100 городов, около 500 магазинов. Вообще в год клиентами становится около 6 миллионов человек. Вообще огромная сумма. И каждый день открываются новые магазины. Сейчас в основном все реализуется в Российской Федерации, но компания рассматривает также и открытие новых рынков. Кстати, здесь есть очень интересная система франчайзинговая. Можно открыть свой магазин и реализовывать их продукцию. Как говорят здесь, инвестировать нужно от 1 миллиона до 1,5 рублей, и окупаемость составит до полугода. Вот такая вот красивая цифра. Любое производство начинается со склада. Здесь он тоже присутствует. Его площадь общая 2300 квадратных метров. Здесь 380 палетомест. Между собой он делится на две части. Первая часть — это вот палетный склад. И вторая его часть — это такой штучный склад, и здесь уже непосредственно собирается сам заказ. Алексей, скажите, а для чего вам два склада? Палетоместа и вот такие? Да, это на самом деле вынужденная мера. Почему? Потому что товарный запас очень большой. Есть позиции, которые содержат очень глубокий запас в районе 3-5 тысяч единиц. К сожалению, полочное хранение мелкоштучное не способно вместить такой большой объем товара. И сколько у вас вот таких боксов здесь? Количество в районе 13 тысяч ячеек занято мелкоштучным товаром. А поставщиков у вас примерно какое количество? Если мы говорим о крупных поставщиках, то речь идет о 5-7, которые поставляют нам товары из Китая, Италии и, соответственно, наши российские поставщики. Есть, а мелкие? Есть мелких, наверное, можно выделить основных 10 поставщиков. Понятно. Расскажите, как у вас формируется заказ? То есть, как человек понимает, что ему нужно здесь что-то собрать? Я, честно говоря, в полной растерянности. Формирование заказа начинается в нашем салоне. В тот момент, когда покупатель приходит в наш салон, ему делают бесплатную промерку зрения, подбирают оправу, подбирают нужный тип линз. Соответственно, заказ заводится в нашей корпоративной ERP-системе на наш компьютер. Сотрудники в живой очереди с приоритизацией печатают эти заказы. Данная программа позволяет минимизировать сроки на логистику. Заявленный срок от 3 до 5 дней, то есть это от момента получения заказа до момента его выдачи нашему конечному покупателю. А где у вас точки продаж? Ну, чтобы понять, это только Москва или... География очень широкая, начиная от Дальнего Востока, заканчивая Калининградом. Речь о примерно 500 салонах. То есть есть как собственная сеть, так и франчайзинг, который производит также продажу наших очков. И все они за 3-5 дней могут получить готовый продукт. Абсолютно верно. График состроен таким образом, и график отгрузок, что наш заказ, невзирая на то, полетит он один или полетит их 10 штук, есть отгрузки авиаперевозчиком. Соответственно, этот заказ может один в посылке отправиться на Дальний Восток, чтобы быть своевременно выданным покупателю. Круто.
Давайте сами попробуем собрать какой-нибудь заказ и увидим воочию, как это выглядит. Можно? Да, конечно, пройдемте. Я распечатал квитанцию. Здесь есть уникальный номер заказа. И что самое главное, здесь есть место, где находятся все вот эти части от заказа. В частности, например, оправа находится на 9 ряду, 5-я полка, вот 9152. Вот, значит, мне нужна вот эта оправа. Ставим ее вот сюда. Это специальный лоток. Оправу нашли, теперь нужно еще 2 линзы. Вот на 11 ряду, так, 3-я полка, вот 110103. Вот и левая и правая одинаковые, соответственно, мы вот берем их. Из упаковочки их нужно, кстати, вытащить выпуклой стороной вверх. И упаковку вот сюда, чтобы клиент видел, что это именно эти линзы. Так, ставим. Это очень важно, как поставить линзу, вы сейчас поймете почему. Заказ собран, теперь нужно сообщить об этом компьютеру. Для этого мы вот так вот сканируем. Здесь вся информация. Ну и дальше мы отправляем наши очки на производство. Вот наш заказ. Смотрите, линзы были круглые, а теперь они идеально подходят к самой оправе. Осталось их только собрать. Кстати, еще один немаловажный момент я хотел бы отметить. Вот внутри вы видели, очень много мусора выходит во время производства. Но, как ни странно, само производство безотходное. Потому что при помощи вот этой вот вакуумной установки все это высасывается и сортируется вот по таким бакам. Далее их перепродают производителям тех самых, возможно, линз, возможно, еще чего-то. Но сам факт, здесь все очень чисто и мусора нету, все идет на переработку. Обычно я сам стараюсь все сделать своими руками, но это очень сложно, поверьте мне. Тут этому учат не меньше 2 недель, и то потом продолжают учить на практике. Так вот, что происходит дальше? Снимаются шаблоны, и потом обрабатываются линзы, ну, убираются там края, подтачиваются. Вот вы видите, как мастер это делает. Далее эти линзы устанавливаются в саму оправу. Здесь на самом деле не так легко, потому что вот эта вот нижняя часть, там леска, и есть вот специальная технология, как это делается. У меня бы ни за что не получилось. Все, готово. Вот и собрали наши очки, спасибо большое. Но это еще не все. Теперь их нужно еще и проверить. Есть, конечно же, отдел контроля качества. То есть задача менеджера АТК проверить отсутствие царапин, выправку, повреждений оправы. У нас оправа должна лежать на 4 точках. Линзы должны быть установлены ровно. Царапины. А что это вот за аппарат такой? Вот диоптриметр нужен как раз для определения параметров линзы и маркировки центра. То есть мы по нему очень точно можем установить, найти оптический центр линзы. Да, вот мы видим там красные точечки, да, от маркировки остались. Прикладываем линеечку и проверяем межзрачковое расстояние РЦ. И, соответственно, смотрим, если оно соответствует квитанции, то есть во время изготовления не произошло смещение линзы. Да? Если произошло смещение линзы, соответственно, идет оптический центр, и это уже является нарушением качества. Соответственно, человеку будет некомфортно такие очки носить. Проверили, все соответствует. Да? Убрали маркировочку, все проверили. Наш заказ собран, проверен. Теперь мы его отправляем на упаковку. Так. Надеюсь, ничего не сломаю. Опа. Итак, конкурс. Чтобы участвовать, вам нужно подписаться на мой YouTube-канал, Instagram-страничку и в комментариях написать, идут ли мне мои очки. Ну и победителя, конечно, он должен написать, что они идут мне, да? Мы объявим в следующую среду на моей Instagram-страничке.
Алексей, скажите, пожалуйста, как много заказов в день примерно вы собираете в среднем? Ну, в среднем мы собираем от 1500 до 2000 заказов в день. Иногда бывает до 2500. Ну, зависит, да, понятно, от спроса. Понятно. Я у вас видел ремонтный цех. Это уже для тех ваших клиентов, которые купили, что-то произошло? Не, ремонтируем мы оправу не только наших клиентов. То есть любой человек, неважно, где он купил свои очки, приносит в наш салон. Если необходим ремонт, отдает, приходит сюда, соответственно, здесь ремонтируется и отправляется обратно в салон. Круто. У моего папы в советское время были очень модные очки вот с таким затемнением наполовину. Это называется градиент. Любую линзу можно покрасить. Их несколько цветов. Делается это простым вот образом. Поскольку затемнение идет сверху вниз, надо вверх ногами установить линзы. Вот на таком держателе. Но у меня это не очень получается, конечно. И потом вот сюда устанавливается. И вот в течение 10 минут будет происходить вот этот процесс. Он будет его опускать, вытаскивать, опускать, вытаскивать. И входит. Замечательно выходит. В итоге наши линзы покрасятся. Все время мода меняется, появляются новые оправы, какие-то фишки. Как вот этот робот распознает вот эти новые веяния моды? Ну, в начале оправы попадает на участок сканирования оправ. То есть эти данные хранятся на сервере. Для каждой формы оправы существует свой образ. Вот эти образы мы получаем при помощи специального оборудования, которое называется 3D-сканер для оправы. И он у вас прямо здесь? Да, мы можем сейчас подойти к этому участку и воочию увидеть, как происходит процесс сканирования оправы. Вот это 3D-сканер, да, скорее всего? Да, это 3D-сканер непосредственно. Вот. Мастер по сканированию, да, берет оправу, фиксирует ее в сканере, запускает процесс сканирования. Да, то есть мы видим там непосредственно измеритель, проходит по ободку. Да, я вижу, вот там какая-то железка гуляет. Да, это вот непосредственно сам измеритель, то есть щуп-измеритель. Вот. И эти данные после сканирования, соответственно, попадают в компьютер. Классная фишка федеральной сети магазинов оптики iCraft в том, что они работают с конечным потребителем и оказывают бесплатную проверку зрения прямо в магазине оптики на современном оборудовании. Вот наш заказ, он готов и поступил на упаковку. Здесь есть вот такая вот специальная штучка. Мы сканируем. Здесь сразу, посмотрите, все показывается. Мы говорим, что все в порядке. Теперь упаковываем наш заказ. Все это, в принципе, не так и сложно. Нужно это все затащить. Вот эта штучка, упаковка, называется блистер. Нельзя было просто упаковкой назвать, обязательно блистер. Так, пакетик. И складываем сюда все, даже вот эти пустышки. И упаковку от линз, чтобы клиент был уверен, что именно те линзы. Так, ну и вот эта бумажка, конечно же. Так, это самое главное. Нужно все правильно упаковать. Все, лоток пустой. Вот весь заказ. Теперь все это нужно доставить. Так, мы пришли в отдел отгрузки. Здесь очень много очков. Но вот те самые, которые собрали мы. Здесь вот эти лоточки, это на самом деле магазинчики, да, которые заказали. Вот у нас магазин под номером 7618 из города Клин. Дарья. Дарья там работает. Ну и вот, собственно, ее лоточек. Все, вот сюда положили заказ. И теперь отсюда он уедет прямо в магазин. Ну что, подписывайтесь на мой YouTube канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки и оставляйте умопомрачительные комментарии.